текущие платежи, а я визин платежи, вот сагвей, халакка доцет, установил отсоединить, отключить. В селении Барсуки прошел сход граждан. Обсудили задолженности жителей за потребление коммунальных услуг. Ситуация, как мы видим, не меняется. Вместо того, чтобы провести здесь полную реконструкцию, здесь ведутся всего лишь местечковые работы. НТРК Ингушетия продолжает способствовать решению проблем жителей региона. Индира Манкеева и спецпроект под наблюдением. Я волнуюсь, потому что не знаю, хорошо я смогу сыграть. И долго, не всегда выпадает шанс сыграть с чемпионом Европы. Яркий визит, встреча с почестями и захватывающий сеанс одновременной игры. Гроссмейстер Эрнест Инаркеев дает мастер-классы. Поэт поэту не мешает, как говорится. Сколько бы певцов не было, сколько бы композиторов, они все равно занимают каждый свою ячейку. Когда душа поет по жизни. Государственная филармония Ахмета Хамкоева сегодня отмечает юбилей – 25 лет. Декоративная собака – это значит собака для красоты. Будешь что-нибудь украшать? Вот так, задорно и артистично в библиотеке ИНГУ прошел региональный этап всероссийского конкурса «Живая классика». Это новости 24. Добрый вечер. Неплатежи за коммунальные услуги стали главной темой на встрече жителей в селении Барсуки. Там прошел сход граждан. Задолженность некоторых граждан доходит до 150 тысяч рублей. Некоторые потребители оправдывают свою экономность тем, что платить-то в принципе не за что. С электроэнергией постоянные перебои. Слово Ирине Цычуевой. Третий сход граждан за этот месяц в этом селе. Тема одна и та же. Коммунальные услуги, за которые многие жители просто отказываются платить. Сегодня со старейшинами жители села обсуждают эту тему, а местные власти призывают оплачивать коммунальные услуги, ведь это тоже продукт, и он не бесплатный. Еще недавно это сельское поселение было первым в списке добросовестных плательщиков за воду, газ и свет, но сохранить хорошие результаты в последнее время не удается. Суммы за потребленные ресурсы многих составляют 50, 100, а то и 150 тысяч рублей. Старейшины села обращаются к населению с просьбой оплачивать свои долги хотя бы частями. Бытовой прибор даю, холодильник даю, морозильник даю, разогреватель, спички даю. Текущий платеж, когда данный Многие присутствующие в зале помнят те времена, когда приходилось топить печи, а дрова привозили из леса. Но сегодня для комфортной жизни созданы все условия. Газ, конечно, природное благо, однако добывает ее частное предприятие, которое без соответствующего финансирования не сможет обеспечивать нас голубым топливом. Но у жителей села относительно этого вопроса свое мнение. Дело в том, что 90-80-100 моё чубака. Многие жители жалуются, что электричество им подается не в полной мере. Если днем бытовая техника еще как-то работает, ночью она просто не в силах тянуть мощность. Так или иначе, платить все же нужно. Если жители не начнут оплачивать свою задолженность, работники МРСК примут крайние меры. Задолженность текущие платежи, а я визин платежи, вот сагвей, отсоединить, отключить. Последовать своему примеру и наконец-то оплатить все долги советуют злостным неплательщикам и те жители, у которых все в порядке со счетами за коммунальные услуги. Ведь, как показывает практика, оставшись без всех этих благ, начинаешь ценить удобства цивилизации.
Впрочем, с этой проблемой борется каждый по-своему. Имамы, к примеру, на пятничных проповедях призывают население платить, а местная администрация проводит совместно с МРСК рейды. На этом сходе связано большинство, конечно, с платежами. Это сход у нас проводится. Но при этом еще у нас есть ветхие водопроводы и дороги у нас, кое-какие дороги нужно отремонтировать, всякие вот эти. Ну так, по возможности мы ремонтируем, стараемся что-то. Возможно, эту тему обсудят и на 4-м сходе, который пройдет уже совсем скоро. Только так удастся решить эту затянувшуюся проблему. Рина Цычоева, Адам Далаков, Новости 24. Сегодня первый резервный день досрочного этапа ЕГЭ. В рамках дополнительного дня абитуриенты сдавали экзамены по истории, химии, биологии и иностранным языкам в 11-й школе Назрани. Напомним, что досрочный этап ЕГЭ в России стартовал 21 марта. В этом этапе запланированы еще 2 резервных дня – 9 и 11 апреля. Резервные дни предназначены для тех, у кого совпали дни сдачи экзаменов, либо они не смогли сдать ЕГЭ по уважительной причине, или не набрали минимального количества баллов по одному из основных предметов. Если ребята не смогут по каким-либо причинам сдать экзамены досрочно, они могут попытать свои силы в рамках основного этапа. Он стартует 28 мая. Выпускники 9 классов начнут сдавать экзамены досрочно только в конце следующего месяца. Экзамен только что начался. Заявлено было 72 человека, из которых явку организовали 21 человек. Сегодня резервный день, то есть это говорит о том, что многие имеют право сегодня просто не прийти на экзамен, потому что основные экзамены, значит у них какие-то проблемы с основными экзаменами. Были попытки нарушения, мы их пресекли еще до входа, а так практически в штатном режиме уже начался идет. И снова интернет-рассылка, которая уже многих успела запутать. В сети появилась информация о необходимости срочно подать заявление в пенсионный фонд и провести перерасчет пенсии за время, проведенной в депортации, в тройном размере. Закон есть, но некоторые не учли все нюансы. В пенсионном фонде разъяснили, что к чему. Хади Добриева расскажет. Всем репрессированным пенсионерам должны засчитать стаж в тройном размере. Необходимо подать заявление в пенсионный фонд и восстановить свои якобы нарушенные права. В последнее время эта информация, появившаяся в интернете, в республике на слуху. И надо сказать, такой закон действительно существует за номером 173, 30-я статья. Более того, трудовые пенсии с 2002 года в России выплачиваются в соответствии с ним. Специалисты пенсионного фонда, в свою очередь, разъясняют, в соответствии с положением статьи 30 этого закона, размер трудовой пенсии определяется по выбору самого пенсионера, либо по 3-му, либо по 4-му пункту. Если расчет пенсии производится по пункту 4 статьи 30, то периоды пребывания в местах заключения и ссылки включаются в общий трудовой стаж в тройном размере. При этом к исчисляемому расчетному размеру пенсии применяются ограничения. Так, при наличии стажа 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин, расчетный размер трудовой пенсии не может превышать сумму, равную 555 рублей 96 копеек. Судя по всему, многие не учитывают названные ограничения в законе. Что касается 3-го пункта, то здесь время ссылки репрессированным пенсионерам включается стаж календарно, начиная с 16-летнего возраста. В таком случае размер выплат не ограничивается и выплачивается в полном объеме. Только здесь есть, пожалуй, самый важный нюанс, который, по всей видимости, многие просто упускают. Важный момент, это чтобы все запомнили, вот пункт 4 и пункт 3 этой статьи для расчета стажа одновременно закон не допускает. В большинстве случаев размер пенсии, установленный в соответствии с пунктом 3 статьи 30, при перерасчете его с применением пункта 4 этой же статьи уменьшается. Один из этих примеров является пенсионер Куштов Джабраил Багаудинович. В соответствии с судебным решением ему был произведен перерасчет, в результате чего размер его пенсии уменьшился больше, чем на 1500 рублей. Специалисты объясняют, большинству просто невыгодно перерасчитывать свою пенсию по 4-му пункту, поэтому и выплаты им начисляют, причем по их же выбору, по 2-му варианту. Вся эта путаница появилась из-за того, что многие просто не разобрались в законе, в котором черным по белому написано, что использовать оба пункта одновременно не разрешается. В свою очередь, специалисты пенсионного фонда готовы разъяснять все эти нюансы всем, кто обращается. Хади Добриева, Рамзан Миржоев, Новости 24.
В республике стартовал региональный этап всероссийского конкурса детских художественных работ на тему «Подвиг моего народа в Великой Отечественной войне». Школьники от 10 до 15 лет представят свои работы в двух номинациях – изобразительное искусство и фотоискусство. Оценивать участников будет компетентное жюри по следующим критериям – мастерство, оригинальность идеи, выразительность, соответствие теме. Конкурс продлится до 11 апреля этого года. Все справки по телефону 44 48 56. Сегодня в отеле Grand Palace прошло традиционное взвешивание бойцов перед грандиозным турниром «Дорога в М1. Битва в Назрани». Напомню, что 7 апреля завтра в 16:00 в Дворце спорта «Магас» имени Берда Ивлоева в поединках сойдутся около 40 бойцов смешанного стиля. Нас ожидают зрелищные бои с участием как ингушских файтеров, так и бойцов из других регионов России и мира. Подробнее Микаил Тангиев. 60,4. Одними из первых на традиционную процедуру взвешивания приглашаются бойцы весовой категории 84 килограмма. Многократный чемпион мира по джиу-джитсу и действующий боец ММА Максим Давыдов сойдется в одном из противостояний с опытным спортсменом из Камеруна Сэмплисом Окингом. Последний выступает за бойцовский клуб Fight Family. Я так уже 3 месяца приготовил этот бой, я это очень ждал. Я просто хочу приходить на ринг и показать все, что я я тренировался. Вместо своему тренеру мы очень слишком долго ждали этот бой. Вот так мы готовы. Что вы скажете про своего соперника? Ну, я считаю, что он очень хороший соперник. Так ожидаю хороший бой сегодня. Вот. Самый лучший, кто тренировался, будет двигать, и все. Следующая пара бойцов будет выступать на турнире весовой категории 70 килограмм. Наш земляк Руслан Белхароев будет биться против Ильруса Лукманова. И, судя по битве взглядов, поединок обещает быть интересным и напряженным. Несмотря на предстоящую битву, в зале царит теплая и дружеская атмосфера. Несомненно, одним из самых ожидаемых и главных боев вечера станет противостояние двух опытных бойцов весовой категории 70 килограмм. За право стать лучшим будут бороться спортсмены из Азербайджана Али Алхаслы и ингушский боец смешанных единоборств Башир Гагиев, выступающий за бойцовский клуб РЗ. Последний турнир «Битва нартов» сложился для нашего файтера не совсем удачно, но на этот раз он более тщательно подготовился к предстоящему поединку, хорошо изучив своего оппонента. Рекорд у него 5-0. В принципе, стойки дерется и в партере борется. Мы посмотрели пару его боев, чуть-чуть подготовились под него, готовились. Посмотрим, как получится. Его противник Али Алхаслы также не терял времени зря и упорно готовился к этой встрече. Предложили мне этот бой где-то за 3 недели, я согласился и принял вызов. Соперник нормальный, достойный соперник, опытный и возрастной соперник. Задолго до начала турнира бойцы смешанных единоборств из Ингушетии провели тренировочные сборы в различных регионах страны. В этом им всяческую поддержку оказала Федерация ММА Республики. Тенденция такая, что каждый турнир все более зрелищный, и ребята показывают хорошие, такие красочные, хорошие зрелищные бои. По итогам взвешивания все бойцы уложились в регламентированный вес. В рамках турнира «Дорога в М1. Битва в Назрани» зрители увидят 17 поединков, 14 из которых примут участие спортсмены из Ингушетии. Что касается места проведения битвы, Дворец спорта в очередной раз примет болельщиков. На данный момент все подготовительные работы завершены. Остается только прийти и поддержать своих участников. Микаил Тангиев, Рахман Цуров, Новости 24. На Сыркорте продолжается строительство ФОКа, который рассчитан на 200 человек. На данный момент строители заканчивают облицовку здания. В ФОКе планируется построить 2 бассейна – большой и маленький. Вместимость большого – 40 человек. На каждом этаже будут созданы условия для спортсменов – душевые, раздевалки, пищеблок и кабинет медицинской помощи. На 25/8 у нас один бассейн для взрослых и маленький бассейн 6,5 на 8 метров. Для инвалидов. В данное время у нас идет завершаемый фасад, сенечные панели ставим. Ну а сейчас время для спецпроекта информационной службы НТРК «Ингушетия» под наблюдением. Итак, в Далакове, в районе новостроек, нет газа, счета, тем не менее, приходят. Ну а в Назрани по улице Насыркорская после дождя затапливает дворы местных жителей. Индира Манкиева разбиралась.
Питьма Таушева на улице Насыркорская живет уже около 50 лет. И каждый раз после дождей дом бабушки в буквальном смысле тонет. Этот дом Хасан Хамхоев построил всего несколько лет назад, но новым его уже не назовешь. От сырости потрескались стены, сел пол, хоть заново строй. Вот вы видите, вот эта вода, которая от дождей, от всего, эта вода сюда домой поставляет. Эта вода заходит прямо в дом, как только дожди проходят. Но никто об этом не заботится. Вода по улице нормально не протекает. Стенка-то снаружи, стороны облицовка. Бомба, кабельная плитка тоже лопнула. От этого все от воды, от дождевой воды. С подобными неудобствами жители улицы мирятся уже не первый год. Если раньше ситуацию хоть как-то спасал вырытый в прошлом году сливной канал, то после таких строительных работ соседей во время дождя улица Насыркорская напоминает буквально русло реки. Жители этой улицы не раз обращались в местную администрацию для того, чтобы они помогли им решить вопрос. Но ситуация, как мы видим, не меняется. Вместо того, чтобы провести здесь полную реконструкцию, здесь ведутся всего лишь местечковые работы, а заполняются кочки. Что такое теплый уютный дом холодной зимой, семья Евлоевых так и не почувствовала. Уже год жители новостроек Далакова вынуждены терпеть полное отсутствие газа. Частично спасают лишь электрические обогреватели, хотя без теплой верхней одежды все-таки не обойтись. Хади Евлоева даже шутит. Обрадовавшись солнцу, дети вышли на улицу, чтобы погреться. Подключиться дядя незаконно. Нас оштрафовали, сказали хищение газа, хотя, если это повторится, что 60 тысяч штраф, откуда, зачем, мы больше не стали. Вот всю зиму мы просидели без газа и сейчас сидим без газа. Волхатлу дождь, конец будет этому. Дети болеют, мне в амбулатории прививки не делают детям, потому что они простывшие всегда бывают. Нетрудно представить удивление Евлоевых, когда им выставили счет за газ. Долг, согласно документу, составил 15 тысяч. Семья недоумевает, за что они должны платить, если газовая труба не то что к дому, даже по улице не проложена. Пришла бумага, 15 тысяч, с прошлого года 15 тысяч отъезда. За что? Вот этот вопрос я бы хотела задать. За что нам 15 тысяч? Потому что у нас не было газа. Воронежская, когда приезжали с Воронежа комиссия, они же видели, и котел видели холодный, и газ, видели, что мы на отоплении сидим. Я не знаю, за что это все. А вот семью Хамхоевых от холода спасает уже газовый баллон. Его хватает на 3 дня, и то, если подключать к одной газовой плите. Подобная роскошь в месяц обходится в 15 тысяч. Конечно, не каждому по карману. Тяжело, конечно, без газа. Дети, щитовой домик как-никак, бумажный. На баллоне сидим. Обращения к местным властям тоже никакого результата не дают, сетуют жители. Как сидели без газа, так и сидят. Сотрудники администрации, в свою очередь, разводят руками, мол, ничего не можем сделать. Газовая компания ведет все работы согласно плану. Вопрос, когда очередь дойдет до новостроек Далакова, остается без ответа. Незаконно, в Рейшике же. Подключение газа. Да, совершенно верно. Но старый программа я сейчас бы еще ждать. Я царца потребует еще ждать. Единственное, когда чего-то только в таком случае мы можем чего-то добиться. Договор о поставке газа у семьи Евлоевых, как оказалось, на руках. Да только толку от этого мало. Документы есть, а газа нет. Вопрос, что делать? Единственный выход из сложившейся ситуации для семьи – подать в суд, что они и планируют сделать. Идир Манкиева, Адам Далаков, Новости 24. Напоминаем, что вы можете присылать короткое видео с изложением проблемы любого характера на номер 8 928 090 69 6709. Рубрика «Под наблюдением». По-настоящему праздничную встречу с именитым гроссмейстером устроили в 5-й школе Малгобека. Туда прибыл Эрнесто Инаркиев и провел сеанс одновременной игры. Напомню, что именно в этом общеобразовательном заведении шахматный клуб функционирует уже 3 года. И, как уверяют педагоги, уже прослеживается прямая связь между увлечением детей этим видом спорта и общей успеваемостью. Мадина Пугоева расскажет. Вот это вот
Долгожданного гостя встречают национальной едой и танцами. Перед началом мероприятия для Эрнеста Инаркиева проводят небольшую экскурсию по зданию школы, в которой уже 3-й год функционирует шахматный клуб, названный в его же честь. Впрочем, бурными овациями известного гроссмейстера встречают и в актовом зале. К визиту чемпиона Европы по шахматам здесь готовились с особым усердием. Свою любовь к этому виду интеллектуального спорта учащиеся школы показывают небольшими миниатюрами и даже танцами. Пока гости демонстрируют развлекательную часть мероприятия, к предстоящему поединку с гроссмейстером готовятся другие учащиеся школы. В числе тех, кому предстоит сыграть в шахматы с Эрнестом Инаркиевым во время сеанса одновременной игры, и Ахмед Цуров. Я волнуюсь, потому что не знаю, хорошо я смогу сыграть. И долго, не всегда выпадает шанс сыграть с чемпионом Европы. Время пошло, игра начинается. Эрнест Инаркиев приветствует участников и делает свой ход. У юных шахматистов чуть меньше минуты, чтобы продумать возможные комбинации. Сыграть с чемпионом Европы посчастливилось и Мадине Асмиевой. И хотя заниматься в шахматном клубе она начала совсем недавно, в интеллектуальной битве с Эрнесто смогла стать достойным соперником. Сперва он сделал ход с пешкой от ферзя, которой я очень удивилась, ведь всегда делают от короля. Это королевская пешка. А потом я подумала и сделала тоже пешкой от ферзя. Впрочем, учащимся школы удалось не только сыграть с выдающимся шахматистом, но и пообщаться с ним лично. Для участников мероприятия устроили небольшую пресс-конференцию, во время которой они смогли задать интересующие их вопросы. Вы не могли бы рассказать немного о себе, о своих родителях, о семье? Где вы родились и когда впервые приехали в Ингушетию? В возрасте примерно 5 лет, когда 6 мне было, распался Советский Союз, и мы переехали в столицу, Бишкек, где я и начал заниматься шахматами. И очень важный был момент, как я начал, то есть отец научил меня дома играть в шахматы. И я вообще любил игры в том возрасте всякие, но как-то именно шахматы не привлекли меня с первого раза. Особый интерес молодежи к этому виду спорта в школе не редкость. Играть в шахматы здесь учится почти каждый второй. Такое увлечение положительно сказалось и на учебе. Занимаясь в шахматном клубе, многие дети улучшили свою успеваемость по математике. Многие стали лучше говорить, анализировать то, что они говорят, предварительно обдумывать ответы на тот вопрос, который они получили. На самом деле шахматы приводят ум в порядок. Столь повышенный интерес к шахматам приятно удивил чемпиона Европы. Этот вид интеллектуального спорта в последние годы активно внедряется в образовательную систему школ республики, и это не может не радовать, признается гроссмейстер. Невероятное впечатление. Мы давно говорили, просто никак не получалось. Я считаю, что в Малгобеке, конечно, большой потенциал. Здесь чувствуется и интерес к шахматам, и культурный уровень очень высокий. Люди знают и традицию, и истории. Поэтому я очень надеюсь, что в будущем в Малгобеке будут шахматисты. А здесь в школе, конечно, прекрасные условия. Поэтому будем надеяться, что и чемпионы будут в этой школе. В завершении встречи участники мероприятия сделали памятное фото и наградили грамотами тех, кто в качестве досуга выбрал шахматы, и тех, кто помогает учащимся в этой интеллектуальной игре. Хотим пригласить педагога, который подготовил эту команду, который главное шагом в жизни нас эту всю активность создавал, помогал создавать. Это Сулейман Ильфонсович. Без подарка не остался и сам гость. Руководство школы вручило ему сувенир, который очень скоро займет свое место на одной из полок с наградами знаменитого шахматиста. Мадина Пугоева, Рамазан Зурабов, Новости 24. Эрнест Инаркиев также приехал сегодня в Сунжинский детский сад «Старт в будущее», в котором провел мастер-класс юным шахматистам. Это, кстати, единственное в республике дошкольное учреждение, где обучают детей игре. Здесь проводит занятия с ребятами вице-президент Федерации шахмат в Ингушетии Тимур Гадаборшев. Сейчас вообще в России вводятся шахматы в школах, то есть, а если нам удастся такой проект, как шахматы в детские сады, то есть в школах у нас уже есть, мы в этом опережаем, а если в детских садах это сделать, то до школы ребята уже будут иметь какие-то хотя бы общие понятия о шахматах. Гроссмейстер Инаркиев будет курировать проект «Шахматы в детские сады», пока только обсуждающийся на уровне главы республики. Напомним, что в Ингушетии уже реализовывается программа «Шахматы в школы», благодаря которой дети начинают обучать этой игре с 2 класса. После мастер-класса чемпионам встреча завершилась совместной фотосессией и чаепитием.
Вы можете сами увидеть, что они садятся за доску и играют, в принципе, без педагога, то есть им это интересно, процесс увлекательный. Я думаю, что это хорошая идея, мы тоже подумаем, как ее можно правильно реализовать, в каком формате это должно быть, но вообще это было бы здорово, если одной из игр в детском саду будут шахматы. Но это еще не все новости, сразу после короткой рекламы вы увидите. Государственная филармония Ахмета Хамхоева сегодня отмечает свой юбилей – 25 лет. Задорно, артистично в библиотеке ИНГУ прошел региональный этап всероссийского конкурса «Живая классика». Этот автомобиль может стать твоим. Соверши покупку от 5000 рублей в Поиск.com и получи свой шанс выиграть автомобиль и другие ценные призы. Акция действует по 21 июня 2018 года. Подробности в магазинах Поиск.com. Назрань, улица Евлоева, 41. Вико, пить! Наследника! Родить! Поздравляю, папаш, мальчик у вас. Пей, Вико, живи легко! Эй! Продолжаем. Власти Ингушетии оценили в 200 миллионов рублей проведение первого этапа модернизации детского санатория в Евпатории. По словам главы региона, уже нашли 3 потенциальных инвесторов из Ингушетии, которые готовы профинансировать ремонт санатория. Детский лагерь планируется сделать круглогодичным. За сезон он может принять 4000 детей в возрасте от 7 до 14 лет. Напомним, в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи главы Крыма и Ингушетии Сергей Аксенов и Юнусбек Евкуров подписали соглашение о передаче детского санатория, который находится в Евпатории, Ингушетии. Государственная филармония Ахмета Хамхоева сегодня отмечает юбилей. За 25 лет своего существования Госфилармония стала известным в регионе центром культурной и творческой жизни. Здесь трудятся люди увлеченные, настоящие профессионалы своего дела. Они обращаются к ингушскому фольклору, разучивая народные музыкальные произведения и танцевальные постановки. Репортаж Жаридат Халухоевой. По одному взмаху кисти этой хрупкой женщины десятки мужских голосов приобретают особое значение. В этих стройных звуках мелодия гор и напевы предков. Один из самых молодых коллективов Госфилармонии «Аса» даже просто репетируя восхитит не только ценителей ингушской культуры, но и тех, кто слышит его впервые. С самых первых дней существования творческий коллектив стремится познакомить зрителей с красотой ингушского песнопения. Если Аса демонстрирует всю мощь своего голоса, то женский вокальный ансамбль радует тонким звучанием. Каждый их жест и песня словно молитва, древнейший обряд, который продолжает звучать сквозь поколения. Я люблю петь наши народные песни. Я поняла, что такое народные песни, как только начала работать в женской вокальной группе. Раньше я этого не понимала. Но теперь я понимаю, в этих же песнях издается путь нашего прошлого, наших предков. За 25 лет основания филармония проделала поистине бесценную работу не только в формировании хорового пения. Творческие коллективы постоянно обращаются к ингушскому фольклору, разучивая народные музыкальные произведения и танцевальные постановки. Один из главных атрибутов выступлений – национальные инструменты. Быть не просто музыкантом, а фанатом музыки, жить ею – это не просто патриотизм, а нечто большее. Так живет и Башир Раздоев. Освоить музыкальный инструмент нетрудно, признается Башир. Сложно передать в своем звучании нужный смысл. Он вспоминает, как сам ребенком заинтересовался инструментом.
Сейчас в филармонии работает 6 творческих коллективов. В их числе ансамбль народного танца РЗИ, оркестр народных инструментов, казачий хор, мужская и женская вокальные группы. Практически каждый день они проводят в репетициях без скидок на дату. Такая упорная работа позволила добиться высокого признания не только от здешних зрителей, но и по всей стране. Очень много гастролей, выездов. Побеждали на многих конкурсах и фестивалях, как в пределах России, так и за пределами. Госфилармония имени Ахмеда Хамхоева можно назвать созвездие талантов народных и заслуженных артистов Ингушетии и России. С каждым годом этот ореол творчества становится все ярче. Важно то, чтобы еще передать вот это все. Вот, чтобы родился второй Исымбаев, второй Исмурзиев, второй Мамилов и так далее. Не надо бояться того, что придет человек лучше тебя и займет твое место. Никто, ни у кого кусок хлеба, поэту не мешает, как говорится. Сколько бы певцов не было, сколько бы композиторов, они все равно занимают каждый свою ячейку, каждый в своем русле. И они индивидуальны. Свой юбилей артисты филармонии планируют отпраздновать Мавлидом в кругу своей большой творческой семьи. А уже в июне они отметят его большим праздничным концертом. Жарадат Холухоева, Рамазан Мержоев, Новости 24. Сегодня во всем мире отмечается День настольного тенниса. Праздник был учрежден 6 апреля 2015 года Международной федерацией настольного тенниса. В этот день по всему миру проходят турниры, мастер-классы, показательные выступления и другие акции с целью популяризации данного вида спорта, объединяя людей, увлекающихся им, и, конечно же, пропаганды здорового образа жизни. Настольный теннис пользуется большой популярностью у молодежи и в нашей республике. Открыто несколько игровых площадок и проводятся свои региональные состязания. Выбрать, прочувствовать, затем продекларировать, да так, чтобы мурашки по коже. Все это об участии во всероссийском конкурсе юных чтецов «Живая классика». Он был организован для создания детского читательского сообщества. Сегодня в библиотеке Ингушского госуниверситета прошел региональный этап. Учащиеся в возрасте от 10 до 17 лет делились прочитанным. По условиям конкурса произведение не должно входить в школьную программу. Репортаж Хади Бекбузаровой. Ковыряется, нарядную походку выделывает. Руки раскинула, пальчики растопырила. Говорить почела и голосок тоже увертывает. Вот такой результат показала Камила Тамасханова всего за месяц подготовки. Все это время она училась скороговорке. Признается, что было непросто, но она осталась довольна своим выступлением. И это главное. Участвует в этом конкурсе она уже 4-й раз. До этого ни одна из ее попыток не увенчалась успехом. Но девушка не отчаялась, а наоборот стала усиленнее готовиться к конкурсу, благодаря чему сегодня она выступает на этой сцене. Главная трудность, по словам Камилы, заключалась в поиске произведения. Искала и в книгах, читала их, думала, какой же фрагмент выбрать, и в интернете. И когда я увидела название, думаю, может быть, интересно будет. Почитала и думаю, все, это мое, точно, больше менять ничего не буду. Вот выступлю, расскажу красиво и все. Ежегодно количество участников в этом конкурсе увеличивается. Марина Смирнова, организатор мероприятия, отмечает, она узнала о существовании подобного литературного соревнования в Германии и просто предложила провести такое же состязание в Санкт-Петербурге. И в 2011 году оно было учреждено. А сегодня этот конкурс уже достиг международного уровня. Например, сегодня я знаю, что участники будут читать «Гонение на рыжих» Яковлева или «А кто я» Натальи Абрамцевой. И это тексты победителей прошлых лет. И мы всегда знаем, что если кто-то побеждает на конкурсе с определенными текстами, эти тексты потом массово начинают читать другие дети. Поэтому мы точно знаем, что здесь есть у этого конкурса эффект, то есть он действительно эффективный, потому что, да, дети друг за другом смотрят, наблюдают, подсматривают и читают такие же книжки. Участие в конкурсе подразумевает кропотливую творческую совместную работу, что безусловно сближает учеников и педагогов. Необходимо сделать правильный выбор в пользу того произведения, которое принесет безоговорочную победу. Но самое страшное – голод. Люди сходили с ума от голода. Там встал на четвереньки и давай лакать прохладную воду.
Декоративная собака – это значит собака для красоты. Будешь что-нибудь украшать? Эти ребята, можно сказать, заново вдохнули жизнь в произведение. Региональный этап всероссийского конкурса «Живая классика» собрал 20 любителей прозы с разных школ республики. Сегодня будет 3 победителя, которые в дальнейшем будут представлять Ингушетию в финале. А выбирать победителей здесь будут народные художники, писатели, специалисты отдела образования Ингушетии, а также региональный куратор конкурса и президент фонда «Живая классика». Организаторы надеются, что здесь дети смогут найти себе друзей. К тому же это хороший опыт публичных выступлений. Хэди Бекбузарова, Майербек Миржоев, Новости 24. 1 мая в кинотеатре «Дружба» состоится премьера знаменитого полнометражного мультфильма «Король лев» на ингушском языке. 14 актеров, которые прежде не имели подобного опыта озвучивания, проделали большую работу за 2 месяца, чтобы порадовать детей. Режиссер дубляжа Расул Атмурзаев. На его счету около сотни озвученных мультфильмов, в том числе и на ингушском языке, среди которых «Трое из Простоквашино» и «Малыш и Карлсон». Инициаторы проекта выбирают те мультфильмы, которые уже переведены другими регионами на свой язык. И напомню, что сегодня как раз Международный день мультфильма. Следите за новостями на канале Ингушетия и до встречи в эфире.